Позавчера завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе. Более 70 участников боролись за статус самого сильного. Мы не смогли упустить возможность и пригласили победителя в студию 11. Заодно поговорили с тренером высшей категории школы Олимпийского резерва номер 2 об итогах, перспективах и общей подготовке спортсменов. Владимир, Елизавета, приветствую в студии 11. Владимир, расскажите кратко об итогах чемпионата по Северо-Западу по вольной борьбе, который прошел 12-13 мая. Здравствуйте. Значит, у нас в выходные прошел чемпионат Северо-Запада среди мужчин. На нем проводился отбор на чемпионат России. Победители будут представлять наш регион, Северо-Западный округ, на чемпионате России. А дальше уже отбор идет на более вышестоящее соревнование, первенство мира, чемпионат мира и Европы. Значит, наша сборная готовилась, выступила достойно. И в 10 весовых категориях мы победили в двух. Два веса выиграли. А основным конкурентам мы на этот раз немножечко проиграли. Калининград был выше нас, 4 первых места. Мы вторая общая команда в неофициальном командном зачете, как на Олимпиаде. Второе неофициальное место. Приезжали, весь Северо-Запад был. Ненецкий автономный округ. То есть из многих городов к нам съехали, Сыктывкар? Да, Карелия, Архангельская область, Новгородская, Ленинградская область, Вологодская. То есть представлен весь Северо-Запад был. Вы сказали, что чемпионат проводился среди мужчин, но Елизавета ведь тоже победитель. Да, Елизавета тоже победитель. Она участвовала в первенстве Северо-Западного федерального округа в Ленинградской области в Выборге месяц назад. Завоевала право представлять нашу республику на первенство России в Чебоксарах. И вот мы через неделю выезжаем на первенство России. Елизавета, прими от меня поздравления. И не могу не спросить, почему девушка выбрала для себя такой спорт, как вольная борьба? Чем привлекает? Да всем. Ну, моя сестра, получается, Даша Масленникова, она занималась боксом. Мне как бы тоже захотелось попробовать что-то такое подобное. Я пришла и посмотрела, мне не понравился бокс. И потом я зашла, там тоже был отдел, я посмотрела. Там была вольная борьба, мне понравилось. И я записалась. А чем все-таки берет вольная борьба? Эмоции, может быть, другие? Всеми эмоциями. Как удается победить? Как себя настраиваешь перед боями? Думаю, хорошим. А хорошим это о чем? Победе. О любви, о победе? О победе. Скоро, как вы сказали, через месяц чемпионат страны, правильно, по вольной борьбе? У мужчин через 2 месяца. У мужчин через 2 месяца. От нас поедут, получается, победители, да, те, что чемпион. Выиграли Северо-Запад. Только чемпионы попадают. Ну, какие-то, может быть, перспективы, как сами прогнозируете? Или прогнозировать все-таки не стоит пока что? Мы надеемся на лучшие результаты. Всегда, конечно, когда выезжаем на какие-то соревнования, хочется максимума. Ну, там уровень будет. Заслуженные мастера спорта борются на чемпионате России. Мастера спорта международного класса. То есть все по-серьезному, там нужно собирать все силы в кулак, в волю. Елизавета, поскольку девушка в вольной борьбе, можешь как-то всех девушек, не знаю, ну не всех, но тех, кто сейчас нас смотрит, кто-то смотрит на тебя, как может быть даже на своего кумира, проагитировать, как-то позвать, присоединиться? Вольная борьба – это такой спорт для мужчин, но и как бы не хватает женщин. Хотелось бы, чтобы и женский пол присоединился к вольной борьбе, чтобы кто-то пришел. Вот. Очень много девушек в других регионах занимаются вольной борьбой. Очень много. И пусть девчонки не боятся выступать. Красоту не испортишь ничем, никогда. И вот даже олимпийская чемпионка у нас Наталья Воробьева. Очень симпатичная, красивая девушка. Выиграла Олимпиаду. Ну, в красоте мы не сомневаемся, смотря на Елизавету сейчас. Что ж, спасибо большое, что пришли в студию 11. Желаем новых побед, удачи, успехов и будем следить за чемпионатом страны. Спасибо. Спасибо.